اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Уважаемые зрители, братья, сестры, все присутствующие, альхамдулилля, сегодня нас тут собрала любовь к пророку, алейхиссалату вассалам. Знаете, вот любовь к пророку, он очень заразителен, он переходит друг к другу, потому что, зная пророка, алейхиссалату вассалам, его не любить невозможно, а не зная его любить тоже невозможно. Так что человеку вроде таких мероприятиях или же как-нибудь читать его в других источниках, о пророке нужно, саллаллаху алейхи вассалям, побольше изучать, узнавать, чтобы мы увеличивали в своих сердцах любовь к пророку, алейхиссалату вассалам. Знаете, любая религия объясняет человеку, вот ответить ему помогает на 3 очень важные вопроса. Пока человек не ответит на эти 3 очень важные вопросы, некоторые ученые говорят, этот человек полноценно даже жить не начинает. Первый вопрос, кем он сам является. Пока человек не познает себя, конечно, он не познает того, кто рядом с ним находится, тем более. Так что человек должен сперва изучить, кем он сам является. Для того, чтобы он был способен оценить других людей, кто вокруг него, чтобы он сам понял и осознал, кем он сам является, и кем его сам великий Творец, субханаху ва тааля, Аллах, сделал на этом свете. Описывая нас с вами, не отличая женщин от мужчин, Всевышний Аллах говорит, субханаху ва тааля, бисмиллахи рахмани рахим, «Инни джа'илун фил арзи халифа», я делаю человека на этой земле своим наместником. Я делаю человека на этой земле своим наместником. Вопрос только в том, на сколько процент мы остаемся ими. Обратите внимание, когда Аллах говорит, субханаху ва тааля, я сделал тебя на этом свете своим наместником, это означает, что все сущее вокруг тебя я покорил тебе. Животные, небеса, земля, мы пашем ее, сеем, строим из нее и строим на нее. Все блага на этом свете, они для того и созданы, чтобы человек пользовался ею и помогал другому. К большому сожалению, порой становятся эти блага земные, иногда даже, чтобы человек устраивает войны по его причине, думая, что не на всех хватит. В то время, когда тот, кто создал, говорит, я каждому уже определил то все, чем он будет пользоваться. А человек, видя, имея у себя описание слабости, не видит все объективно и полноценно, он думает, что кто-то другой может лишить его того удела, который ему Аллах сам определил. А знает ли человек своего Господа, если он усомнился в том, что Аллах ему определил, что кто-то другой может его удел забрать? Обратите внимание, мы находимся в этом зале, и каждый дышит
той пропорцией кислорода, который Аллах ему предопределил. Ведь никто же не говорит, что мне воздуха не хватает. Альхамдулилля. Вот так же, как и невидимый удел уже предопределен, и он разделен, вот так же уже разделен весь, можно сказать, то, что тебе принадлежит уже на этом свете. Так что человек получает безусловную свободу, только зная, кем он является на этом свете. Это создание Божие. И обратите внимание, какая-то культура, какая-то, можно сказать, или, можно сказать, религиозный взгляд нам с вами хотят объяснить под этой призмой, что мы даем женщине свободу. А в то время, когда Аллах говорит, субхану ва тааля, что я ее сделал вместе с мужчиной наместником на этом свете. А какая может быть сверх этого еще больший статус для женщины? Больше тем, что Аллах определяет и говорит, она моя наместница на этом свете, так же, как и мужчина. А кто может еще усомниться, что религия как-то, ущемляет права женщин? Вот когда человек уже узнает, кто он сам является, он начинает соблюдать права всех тех, кто вокруг него, относительно родителя, матери, отца, соседа, брата, старшего, младшего, мусульманина, не мусульманина, не мусульманина даже, относится как к брату своему. Обратите внимание, когда пророк, алейхиссалату вассалам, у него во дворе приносится, жертвоприношение, он подходит и им говорит, вы отнесли часть мяса от этого принесенного жертвоприношения животного, вы отнесли соседу иудею, не мусульманину. И он спрашивает, повторяясь несколько раз так, что те сподвижники, которые закалывали животные, говорят, мы даже подумали, что вот-вот пророк, алейхиссалату вассалам, сделает обязанностью мусульманина обращать внимание и давать милостыню, или же часть того, что он закалывает соседу, несмотря на то, что он мусульманин или не мусульманин. До того пророк, алейхиссалату вассалам, уделял вниманию соседу, будь тот мусульманин или не мусульманин, несмотря на конфессиональное отличие или же на национальное отличие. Знаете, это все отличие, национальное, конфессиональное, это именно для того, чтобы испытать нас с вами. А как вы будете относиться в этом обстоятельстве или же в той обстоятельстве? Можете ли вы относиться к своему ребенку так же, как и относитесь к другому ребенку, зная, что это создание Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля? Вот это все безусловная свобода и безусловная любовь, неограниченная любовь человеку дает только знание того, что он знает, что он является рабом Божьим. Где пророк, алейхиссалату вассалам, когда пишет письмо, он вначале пишет от раба Божьего, а потом пишет свой статус пророка и говорит от пророка Аллаха Субхану ва Тааля, от посланника Божьего. Потому что любой человек, который потеряет, он в себе потеряет статус раба Божьего, он все то, что имеет, теряет. Вот поэтому раб Божий – это очень высокий статус, который никто у тебя не заберет. Даже если мы все материальное или социальное положение, которое мы имеем, потеряем, ты не потеряешь самый драгоценный сифат или атрибут, который ты имеешь, это раб Божий. Во-вторых, человек должен обязательно изучить и осознать, где он находится. В первую очередь, кто он, во-вторых, где он. И каждый думая, что я в этой жизни это теряю, того теряю, и порой человек падает в какую-то депрессию, и он нервничает, он всем недоволен. Брат, сестра, уважаемые, все то, что мы теряем, Всевышний Аллах нам вернет обратно. Еще больше вернет. Обратите внимание, где Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит, ученый передает и объясняет нам с вами,
Если человек думает, что вот-вот он молодость потеряет, и он, да вот, как наше общество, все возможное делает, чтобы он дольше остался молодым, Аллах говорит, субхану ва та'аля, я всех людей, когда буду вести их в рай, их буду вести туда в возрасте в каком? 33 года. Молодость возвращается нам с вами. Так что не так уж надо переживать за этот сифат, который Аллах восстанавливает нам. Он же сказал, что я щедрый. Как может человек усомниться в Господа миров, который сказал, я щедрый? Я то, что вы теряете, возвращаю вам. Да, порой человек родителя теряет, но Аллах говорит, субхану ва та'аля, я в судный день во всех соберу. Ребенка теряем, сыновей, родителей теряем, родных теряем, любимых теряем, но Аллах говорит, я вас всех сведу там. Будьте спокойны, у вас Господь, который вас обеспечивает, все я вам даю. Но слабость нашего с вами упования на Господа миров по причине того, что мы Его очень слабо знаем. Вот незнание Господа миров, субхану ва та'аля, приводит к тому, что мы уповать не можем, потому что мы Его не знаем. Не зная, не любить, не уповать невозможно. А наша с вами любовь к пророку и к Аллаху, и упование к ним, это пропорционально настолько, насколько мы Его знаем. Знаете, и, конечно, человеку необходимо знать, что наша с вами жизнь ограничена. Ограничена. И это не приговор. Когда человеку говорят, тебе уже пора уйти из этой жизни, он переживает. А давайте ему скажем, да вот, намного приятнее, как это звучит. Тебе уже пора пойти навстречу Господу миров и пророку, алейхиссалату вассалам. Неужели то, что мы теряем, лучше и дороже, чем то, что мы приобретаем? Все те, кто здесь находится, и так придут за нами туда. Но мы с вами, уходя из этой жизни, получаем возможность встречи с пророком, алейхиссалату вассалам, и самим Господом миров. Уверяю вас, вот матеря, наверное, тут сидят, многие имеют детей. А когда ваш ребенок в песочнице играет, и он заходит уже к вам домой, вы что говорите ребенку? Стряхните одежду, уберите песок с кармана, потому что он бывает в карманах, когда дети играют. Вы его чистите и заводите домой, ведь так же? И нас с вами тоже так же будут чистить и скажут, туда, навстречу Господу миров, не уходят с песком этого мира. Помоют, в кафан вставляют и подготавливают. И это не приговор. Потому что человек, который готов к этому, этот человек встречает свой конец временной жизни. Но это начало вечной жизни, счастливой жизни. Да поможет нам с вами Всевышний Аллах Субхану ва Та'аля подготовиться к этому. Так как пророк, алейхиссалату вассалам, говорит в своих изречениях, умный человек тот, кто принизил себя, не возгордился никем другим, ни над слабым, ни над бедным, ни на инвалиде, ни на ком бы не было, он не возгордился. Вот, говорит, умный человек и тот, кто приготовился к жизни вечной. Да поможет нам с вами Всевышний Аллах Субхану ва Та'аля провести эту очень короткую жизнь так, что будет нами сам Господь Аллах доволен и будет нам пророк, алейхиссалату вассалам, рад. Сейчас мы предоставляем слово нашему брату Юсуфу обрадовать нас с вами в следующем нашиде. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فوضى شوقا إليه ليس أرجو
سواك شربة من يديك الصلاة عليك والسلام عليك مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع كان في هديه منهجا وسطا كانت تسعده بسمة البسطاء سيدهم في الكرم قمته في العطاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع. Знаете, однажды Али Асхабу жена Фатима, дочка пророка, алейхиссалату вассалам, говорит, Али говорит, уже третьи сутки наши дети ничего не употребили. Не покушали, ничего не было. И он говорит, глаза смотреть голодным детям, конечно, ему было неприятно. И рано утром он выходит к мечети пророка, алейхиссалату вассалам. Он, прислоняясь к стене мечети пророка, алейхиссалату вассалам, ждет, пока все выйдут на улицу, где-нибудь как-нибудь подработать. И выходит один иудей и говорит, знаешь, говорит, что тебя привело к мечети так рано утром? Конечно, это после утреннего намаза, но люди еще на работу не вышли. Он говорит, отсутствие дома, провизии привело. Он говорит, да, я тебе работу дам. И они договариваются, каждое ведро, которое он с колодца вытаскивает, идет на ведро, имеется в виду на финиковые деревья, он дает ему один финик. И вот так они работают, договорились. И когда примерно вот горсток набирается финиковый, он говорит, рассчитай меня, мне хватает. Иудей говорит, как хватает? Ты же всего лишь горсток сейчас фиников унесешь. А на завтра, Али Асхаб разговаривал, на что отвечает, говорит, слушай, говорит, если я буду на запас завтра работать, мой брат, другой мусульманин, работу не достанет. Я ему, уступая работу, заберу то, что мне на сегодня хватит, я уйду. Вот так они уважали друг друга. Еще тот другой не подошел, он его в лицо даже не увидел. И не родственник, и не знакомый. Он знает, что если я, проявляя жадность, там поработаю на завтра, на запас, другой мусульманин работу не достанет. Обратите, какая красивая, да, вот поведение этих сподвижников. Кажется, как будто каждый из них пророка копирует. Нам с вами тоже следует вот таковыми быть. А теперь наше с вами сегодняшнее мероприятие почтил своим присутствием наш брат муфти Башкортостана Айнур Хазрат. Вам слово, Айнур Хазрат, пожалуйста. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Благодарю за приглашение. Ильяс Квадрат, большое спасибо. Магомед Тагирович, баракаллаху фикум. Как я понимаю, вы уже много лет организовываете. Также у нас Магомед Тагирович, член Совета Аксакалов при Духовном управлении мусульман, альхамдулилля, чей опыт и влияние и вот в рамках нашей многонациональной страны неоценим. Сегодня лучший пример проявления любви к пророку, алейхиссалату вассалям, и к Аллаху — это следовать сунне посланника, алейхиссалату вассалям. То, чему учит брать, от чего он предостерегал, от того остерегаться. И после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, люди спрашивали: «О, пророк, ты уходишь от нас, что ты оставляешь?» И тогда посланник, алейхиссалату вассалям, сказал: «Таракту фикума амрейн». Я оставляю у вас две вещи. «Лан тадиллу ма тамассактум бихима». Если вы эти вещи будете держать, за эти вещи будете держаться, то никогда не собьетесь. Китаб Аллах — это Коран, книга Аллаха, ва суннати, и моя сунна. Поэтому будем из тех людей, которые следуют за сунной нашего посланника, алейхиссалату вассалям. Будем из тех людей, которые будут всегда говорить салават нашему посланнику, алейхиссалату вассалям. Будем достойными следователями этой прекрасной религии, которая нам принес наилучший из созданий, наивысочайший из посланников, наипрекраснейший из людей, наш пророк, алейхиссалату вассалям. Знаете, вот, как и брат сказал, ислам, религия, то, чем пришел пророк, алейхиссалату вассалам, он нам с вами показывает, как нам было сказано, Аллах спустил Адама и Хавву как основа человечества на этот свет, а пророки пришли нам с вами показать дорогу обратно в рай. Кто за ними последует, конечно, они и придут в рай. Знаете, еще хочу ремарку провести, как было сказано, отметить сегодняшний день или любые из будних дней, как радость приходу пророка, алейхиссалату вассалам. Некоторые выражают недовольство, некоторые говорят: можно, нельзя, надо, не надо. А давайте посмотрим. Вот в нашей форме собрались, садака сделали, друг другу порадовались. Вот в этой форме первый, кто провел мавлид, все многие говорят, кто этот вопрос обсуждает, это говорит Аль-Малик Аль-Музаффар. Один из царей, можно сказать, или же можно сказать, наместников халифата ислама Аль-Малик Аль-Музаффар, который родился в 549 году, ушел из этой жизни в 630 году. Он вот так его, не так он его отмечал, он и тысячи людей собирал. Это человек, который первую воду провел на гору Арафа. Это человек, который всех, кто выходили на совершение хадж, он на дорогах людей оставлял, чтобы им на дорогу расход раздавать. Это человек, который освободил 60 тысяч французских пленных солдатов со своего плена. Ведь сперва, до того, как освободить, надо же их в плен взять. Он освободил 60 тысяч пленных солдат. Знаете, кто этот человек был? Как вы думаете? Салахуддин Аюбу, сестре Абидату, мужем был. Он современник Салахуддина Аюба, рахматуллахи алейхи. Как вы думаете, если бы он делал то, что нельзя делать, который человек, Салахуддин Аюб, который взял Палестину, дал бы ему это делать? Конечно. Однажды пророку подходит, алейхиссалату вассалам, его дядя Ибн Аббас и говорит: «Я Мухаммад, уриду ан амтадихак». «Я Мухаммад, я люблю, я хочу тебя восхвалять, можно или нет?» Пророк, алейхиссалам, говорит: «Поднимайся на мимбар, говори, да разукрасит Аллах твой язык, говори обо мне, восхваляй меня», говорит пророк, алейхиссалам. Зачем? Чтобы люди полюбили и познавали пророка.
Любовь к пророку, алейхиссалату вассалам, показывает статус человека на небесах. А любовь к деньгам и золоту статус человеку придает на этой земле. Любовь к пророку, алейхиссалату вассалам, проявляя, кто живет, его называют великим на небесах. Любовь к деньгам привлекая, да, вот, увеличивая, кто живет, его могут назвать великим себе подобным всего лишь люди. А выбор у нас с вами. А теперь мы предоставляем слово нашему гостю, который приехал к нам из Дагестана, Мухаммад Расул Гимбатов. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Дорогие братья, дорогие сестры, ислам, как мы все знаем, это рациональная религия. Во всем Коране имам Сануси рахмаллаху тааля говорит, есть более 700 аятов, стихов Корана, где Всевышний нас побуждает, чтобы мы размышляли. Я даже одну интересную историю расскажу. Это видеоролик есть такой долгий, 16 минут. Австралиец рассказывает, как он пришел в ислам. Я просто вкратце перескажу и в конце самую суть истории. Он рассказывает, я изучал все, что можно изучить. Все те, кто претендовали, что они поклоняются кому-то, чему-то. И в итоге все, кроме ислама. Потом друг, который знал, говорит, про мои поиски, меня спросил, а ты ислам изучал? Он говорит, да нет, зачем, это же террористы, зачем они их изучать? То есть вот этот образ, который сегодня средства массовой информации, образ, который нарисовали, и у людей какие-то стереотипы уже сложились. Он говорит, зачем? Но, говорит, после этого я заинтересовался, я начал уже, пошел в мечеть, пообщался с носителями религии, вопросы позадавал. Меня что зацепило, говорит, они от себя не отвечали, они говорили в Коране, вот так сказано, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, вот так говорил. И я взял у них Коран, и однажды долго размышляя, однажды поздно ночью, я поставил на стол, в общем, Коран, выключил свет в полной темноте, я уже обращаясь к Господу, говорит, я сказал, вот он, Господь, я перед тобой сейчас, и у тебя есть сейчас возможность, чтобы я в тебя уверовал. Ну, он так, еще уже в поисках. И такого ключе он начал разговор вести со Всевышним. И он говорит, о Господь, покажи мне хоть один знак. Пусть сейчас в стекло птичка врежется там. Там, я не знаю, во дворе машина заведется. Полдома обрушится. Ну, какой-нибудь знак покажи мне, Господь. Я, говорю, так сижу и жду. Ничего не произошло. Потом я, говорит, свет включил и сказал, говорит, ладно, забудь про половину обрушенный дом, но вот что-нибудь, знак дай, говорит, хотя бы. Тишина. Таким глубоким, выдохнувшись, он сел за стол, открывает Коран. Из всей книги первые слова, которые он именно открыл то место, были слова Всевышнего, где говорится, те, которые просят у нас свидетельства и доказательства, разве мы не показали вам достаточно? Посмотрите на небеса, земли, как это все устроено. Разве в этом нету знаки для людей разумеющих? То есть, он попал в тот аят, он говорит, в это время у меня дрожь по телу пошло, и я понял, что я, как эгоист, хотел каких-то особых знаков, когда как знаки были кругом и везде. Посмотрите, на самом деле, дорогие братья и сестры, мы бываем, например, увидели облаками, Аллах написано, видите там и так далее. А что тут такого удивительного? Мы должны удивляться, восхищаться могуществом Всевышнего Создателя, когда смотрим на этот хрупкий наш мир, который идеально в таких гигантских масштабах, так идеально, аккуратно все Аллаху Тааля просчитал. Есть такая книга, сэр Мартин Рис написал 6 чисел, формирующие Вселенную. Он говорит в этой книге, что нам говорит, они же как, чтобы Всевышнего Создателя не признавать сегодня многие люди, которые себя относят к науке, говорят, нам повезло, что даже большой взрыв, который 13,5 миллиарда лет назад произошел, даже там пропорции, размеры, взрыв, даже тот взрыв, который ученые подразумевают, даже там было все просчитано, все. Малейшая вариация каких-либо констант, жизнь на Земле невозможна.
Теперь взрыв происходит каким-то образом. Образуется солнечная система, Солнце и наша Земля. Размер, расстояние Солнца и Земли настолько четко рассчитано, что жидкость в жидком виде возможно. Нил Деграсс Тайсон в своей книге «Астрофизика» пишет, наша Земля находится на поясе Златовласки. Это та идеальная зона, где только здесь жизнь возможна. Нам, говорит, повезло. У нас есть спутник Луна, без которого если Луна была бы ближе к Земле или же дальше, из-за приливов и отливов, на Земле жизнь была бы невозможной. Наша Земля наклонена под определенным градусом, 23 градуса. Это, если бы не этот наклон, на Земле жизнь была бы невозможной, говорят ученые. Нам, даже в нашей Солнечной системе, даже в нашей галактике Млечный Путь, местоположение от 30 тысяч световых лет, идеально, говорят, нам повезло. В другом месте жизнь на Земле не было бы возможной. Все по законам математики и чисел мы вообще не должны были бы существовать сегодня. Но могущество Всевышнего Аллаха, мы, альхамдулиллах, мы сегодня живем. И Аллаху Та'аля во всем Коране аяты читая, если вы проанализируем, «Халяка лякум, джа'аля лякум, анша'a лякум», сделал для вас, сотворил для вас. Изучая с точки зрения даже физики, астрофизики, не имеет значения, если мы изучим, мы смотрим, жизнь идеально создана для жизни, для человека. Атмосферное давление идеально. Без атмосферного давления жизнь невозможна. Пропорции кислорода настолько просчитаны, что даже на 1-2% кислорода, если в нашей атмосфере было бы больше, воспламенялись бы даже зеленые растения. Все идеально, просчитано. И после этого человек пытается отрицать определенные, очевидные вещи. Он хочет какие-то дополнительные ему знаки. И Всевышний побуждает нас. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Инна фи халқис самавати валь арди ва ихтиляфи лейли ван нахари ля аяти лил альбаб. Сотворение небес и земли, смене дня и ночи есть знамения для людей размышляющих, Всевышний говорит. И побуждает нас, говорит, неужели вы не размышляете? Ва фи анфусикум афаля тубсирун. В вас самих же есть знамения, неужели вы не размышляете, Всевышний говорит. Посмотрите, это же целый ходячий завод, не один завод, с сотнями заводами внутри, этими внутренними органами. Маленькая почка, которая, чтобы заменить ее, 100-килограммовый аппарат гемодиализа сегодня придумали, и то очищает на какой-то процент. От Аллаха нам досталось это. Кровеносные сосуды, которые, если растянуть, все вытащить, 2 раза можно весь мир обойти. Все идеально, все просчитано, все четко. Аллах говорит, теперь для чего мы на этой земле? Вот 3 вопроса, которые беспокоили умы всего человечества всегда и во все времена. Откуда я, зачем я на этой земле и куда я иду после смерти? Теперь, представьте себе, Аллах говорит в Коране, здесь на сцене звучали аяты, Аллах говорил, «Инни джа'алю фил арди халифа», я сотворю на земле наместника. Но Аллах сотворил его в раю, потом на землю пустил. В чем хикма, в чем мудрость? Один из мудростей, в нашей крови, нашей плоти, нашей ДНК пропитана райская. Наш прадед уже был в раю видел. И вот это вечный поиск человека, который задается вопросом, откуда я, зачем я, куда я, это отголоски всего того после райского, которые остались. Почему в этом мире человек хочет всю жизнь за мирским гониться? Он хочет все богатство этого мира и мировой запас вообще всех денег 80 триллион долларов. Если даже человеку взять, вот тебе 80 триллион долларов, он стоп не скажет никогда. Аллах говорит, если я тебе дам все имущество этого мира, то ты обязательно пожелаешь еще столько же. Не насытится твоя утроба, кроме как землей. Почему? Потому что вот это тот голод, который удовлетворяется только в раю. На этой земле человек удовлетворения никогда не найдет. Поэтому ему не хватает. Ведь всю землю он держит как шахматами по всему миру. Войнушку он играет. Ему мало, он теперь Марс метится. Он хочет Марс там захватить уже. Вот так инсан, человек ненасытный. Здесь для чего мы на этой земле? Я однажды так думал над могуществом Всевышнего Создателя. К одним мыслям пришел, поделюсь с вами. На земле 8 миллиардов человек. И Всевышний Аллах каждому дал выбор. И представляете,
8 миллиард человек, от которого ты никогда не знаешь, что нужно сегодня от него ожидать, с полным его, у него свои какие-то тараканы в голове, у каждого человека 8 миллиард жителей Земли. Но в совокупности они идут по той схеме, которую Всевышний строго, который сделал. За рамки этого никто не выходит, хотя 8 миллиард, и каждый уникален, и по-своему рассуждая, человек идет по определенному этим лекалам уже двигается. Это удивительно. Поэтому на таких вещах мы должны размышлять. Теперь для чего же мы на этой земле? Что, как? Для этого, дорогие братья и сестры, вот у меня есть телефон. Как этим телефоном пользоваться? Соответственно, мы узнаем из инструкции. Если мы будем использовать этот телефон согласно инструкции, гарантия того, что он долго прослужит, увеличивается шансы. Теперь у человека тоже есть инструкция. Мы знаем, Стив Джобс в свое время к нам сюда в Уфу не приезжал свои айфоны продавать. Это делали дилеры. И Всевышний Создатель инструкцию человека, который сотворил человека как создатель, кто знает, телефон уже инструкцию слесарь, сантехник же не пишет, пишет производитель. Всевышний отправлял своих пророков и посланников для того, чтобы вот эту инструкцию довести. От Адама, алейхиссалам, начиная, Авраам, Исхак, Иосиф, Юсуф, алейхиссалам, Муса, Моисей, Иса, Иисус, пророк Мухаммад, печать всех пророков. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал, все пророки, братья, и религия у них одна. В том плане, что все призывали поклоняться одному единственному Богу, который сотворил всю эту землю. И эти инструкции давались в зависимости от времени и обстоятельств каждому своей инструкции. Моисею, алейхиссалам, была дана Тора. Это речь Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, которая была дана Мусе, алейхиссалам, в его время. Пришел Иса, алейхиссалам, ему была дана инструкция Инджиля и Евангелия. На тот момент в этой местности необходимая инструкция от Всевышнего, речь Аллаха. Потом последний пророк, печать всех пророков, пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, пришел с инструкцией, которая называется Коран, где четко все зарегламентировано, как себя вести, что нужно делать, что такое добро и что такое зло. Потому что, не дай Аллах, альхамдулилля, по милости Аллаха, если бы Аллах нам не рассказал бы, что такое добро, что такое зло, мы бы такой хаос здесь в этом мире учинили бы, потому что каждый бы подгонял под свои страсти, что такое добро и зло. Добро и зло — это понятие, это субъективное. Нету конкретно. Человек говорит, пить плохо. Конечно, плохо. Один говорит, другой говорит, а что тут плохого? И вот так не было бы конкретных границ. Всевышний установил вот эти границы четкого, дозволенного и недозволенного. У Достоевского есть такие слова: разум подлец оправдает все, что угодно. Мне что-то нравится, я бы посчитал бы это нормальным и хорошим. Сегодня на Запад посмотрите. Даже мне стыдно сейчас здесь озвучивать. Если бы я спросил бы, какое ваше отношение, если даже вы абстрагируетесь от религии, вот как бы вы считали, однополые браки это хорошо или плохо? Мы, исходя из своей ментальности даже, которая отчасти, по большей части сформирована из-за религиозного влияния, мы бы сказали, это абсурд, это аморально, это глупости. Но там же тоже такие же люди живут. Они тоже претендуют на какое-то осознание, какой-то разум. Что с ними не так? Поэтому нас, как один из французских философов сказал, воспитывают люди и вещи. Те вещи, которые их там воспитывают, там другая, такая создана. У нас благо таким религиозным контекстом. Если мы за религию сегодня не будем держаться, за инструкцию божественную не будем держаться, получится, что мы потеряем и эту мирскую жизнь, и в жизни вечной после смерти нам ничего не видать. Возвращение в тот дом, откуда Адам пришел, алейхиссалату вассалям, нам не видать. Вот эта тяга внутри, она заложена в каждом, тяга к раю. Поэтому задается человеку вопрос. По большей части в старости лет начинают этим задаваться. Почему? Потому что вот эта фитрат, которая заложена в человеке, она закрыта пеленой. Пелена — это долгие чаяния. Я хочу закончить вуз, я хочу жениться, построить дом, заработать. Вот это стенами, преградой закрыто. Чтобы вот это, пока если ты молодой разрушить хочешь, есть одна таблетка. Это вспомнить о смерти. Мысли о смерти, имам Газали пишет, помогает тушить огонь честолюбия и страстей. Но о смерти мы думать боимся. Мы, как страусы, в землю голову засунули и думаем, мы если о смерти не думаем, смерть нас не видит. Поэтому смерть один день за нами придет. Просто
как мы подготовимся, дорогие братья и сестры, к встрече со Всевышним Аллахом? Что мы подготовили? Вот каким вопросом мы должны задаваться. Теперь вот эти пелену, вот эту разрушает. Вот лечу я, допустим, в самолете. Я часто попадал в такие самолеты, когда интересные виражи самолет начинал делать. Ну, я шахада читал, соответственно, другие кто-то плакал, что-то делали. И понимаешь, тот план, который ты строил, 20-30 лет же у нас бывает вперед план. Вот сейчас я выйду отсюда, у меня может машина сбить насмерть, и я умру. Но все, моя жизнь вот здесь прерывается. Но мои планы не прерываются еще 40 лет. Поэтому мы не задаемся этими вопросами. Теперь, когда самолет начинает определенные вещи творить, человек, который буквально 2 минуты назад говорил, что этот мир сам по себе образовался, хотя если поговорить с ним, покажи хоть одну вещь в мире, что само по себе происходит, он ответить не может. Пусть даже и против логики идет, пусть даже вот эта сказка была, лягушка царевна, в детстве мы смотрели, лягушка в человека превращается, просто сейчас в этой сказке обезьяна превращается в человека. Он вот это будет транслировать, вот это будет говорить, и только когда начинает самолет определенные вещи делать, «О Господи, помоги мне!» начинает кричать. Твоя фитра, которая заложена была, все, стены разрушены. Почему старость лет все начинают ходить? Старых людей, вот этих преград, планов, уже все, планы закончились. Теперь начинаются задавать фундаментальными вопросами, что я здесь делаю, как это жизнь, и так далее, задаваться этими вопросами. Поэтому пока не поздно, дорогие братья и сестры, давайте будем прибегать к инструкции, божественной инструкции, где Всевышний сказал, что есть хорошо, что есть плохо. А не так слушать каждого, кто говорит, что хорошо, что плохо. У одного спросили, а что такое вообще зло? Он сказал, зло это когда соседние деревни нападают на нас, грабят и с трофеями возвращаются обратно. А что такое добро, спросили его. Он сказал, добро это когда мы нападаем на соседнюю деревню и с трофеями возвращаемся обратно. То есть вот такая вещь получается у нас добром и злом. Если людей слушать, с 8 миллиардов людей, со своими тараканами, у каждого представление свое. Нет, есть четко, не убей, не прелюбодействуй. Есть закон божественный, который Всевышний установил для гармонии и порядка, который четко. И как говорил Блес Паскаль, в мире существует очень много света для того, кто хочет видеть, и достаточно тьмы для того, кто не хочет видеть. Поэтому это образ пророка, алейхиссалату вассалям, олицетворял полностью вот те нравы, которые мы должны воплощать в себе. Вот Зулайха любила Юсуфа, алейхиссалам, пророк Юсуфа, алейхиссалам. Пророк Юсуфу была дана красота половины человечества. Когда придворные женщины, узнав, что жена такого уважаемого, там, чуть ли первое лицо после правительства там, в Египте в тех времен, как она, такая женщина, могла себе позволить, а пророк Юсуф был в рабстве, как она может вот так за рабом идти? Женщины начинали слух пускать. Она собрала этих женщин, они же не видели красоту Юсуфа. Она всех этих женщин собрала, дала им в руки фрукт, чтобы они кожуру снимали. И как только они начали, женщины, кожуру снимать, Юсуфу сказала, теперь пройдись перед ними. Юсуф, алейхиссалам, когда появился перед ними, плененный его красотой, удивленные, некоторые сказали, это ангел. Некоторые сознание даже от красоты потеряли, говорят, руки порезали они, и боль, которой они резали свои руки, кровоточили, они не поняли даже, что они себе руки режут, от того, что были восхищены его любовью, его красотой, Юсуфом, алейхиссалам. Рассказывая эту историю, Аиша, радийаллаху анха, супруга пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, она говорила, если бы они видели бы пророка моего Мухаммада, если бы они видели бы, они бы свои сердца резали бы и не почувствовали бы. На самом деле, дорогие братья и сестры, про пророка, алейхиссалату вассалям, когда рассказываешь, просто обидно бывает, вот я за себя говорю, что я не могу полностью просто передать приблизительно хотя бы, какой величайший нрав был у пророка, алейхиссалату вассалям. Но вы представьте себе, против ислама во все времена велись информационная война. Это уже данность, это принять надо. То есть то, что мусульмане там террористы, маленьких детей едят и так далее, это уже изъеденная тема, это все уже, всегда это было. Теперь язычники, которые в Мекке жили, они видели, что пророка Мухаммада, алейхиссалам, люди, когда встречались, 5 минут поговорив с пророком Мухаммадом, алейхиссалам, они произносили такие слова: «Фидака би аби ва умми я Расуляллах». Пусть моя мать и отец будут выкупом за тебя, о посланник Аллаха.
То есть 5 минут поговорили, они так говорят. И они, язычники Мекки, они не понимали, что происходит, что он с ними делает. И они начали придумывать всякие вещи, какую информационную войну развернули против пророка, чтобы они даже близко с ним в контакт не вошли. Сегодня тоже делают такое, чтобы с исламом в контакт, не дай Бог, чтобы не прошли. Это опасные люди, они террористы и так далее. Такой стереотип, страшный образ мусульман нарисовали. В этом виноваты и мы с вами. В наших деяниях видят образ пророка, дорогие братья и сестры. Ты же говоришь, что ты любишь пророка, а почему твой нрав не соответствует его образу? То есть вот такая большая ответственность на каждом из нас лежит, чтобы те люди, которые здесь выйдя отсюда на улицу, с теми людьми, которыми мы контактируем, сталкиваемся, они на нас смотрят как на образ пророка. И картина не совсем лицеприятная, дорогие братья и сестры. Почему? Потому что несколько лет назад карикатуру сделали на пророка, алейхиссалам. Я говорю, вот эта карикатура не на пророка сделана. Это сделано на тот образ ислама, который мы с вами проповедуем. Вот это карикатура. Потому что они пророка не видели. И, к сожалению, мы не можем своими действиями, поступками ознакомить их с пророком. Поэтому давайте, дорогие братья и сестры, хотя бы в этот месяц, Рабиль Ауал, возьмем какую-нибудь книгу о пророке, алейхиссалату вассалям, со своей семьей дома полчаса выделить, читать про его жизнь, про его биографию. То есть о пророке, если мы не знаем, мы не можем за ним следовать. Надо же сначала изучить, как себя пророк, алейхиссалам, в тех или иных ситуациях вел. То есть, когда мы будем изучать, читать, это первые шаги к тому, чтобы мы следовали за пророком, алейхиссалам. Страстью ранено сердце мое, как бы пылью мне стать твоих ног, но, увы, это мне не дано. Мир и милость тебе, о пророк. Мое сердце печалью полно, что родиться с тобою не смог. Это счастье меня обошло. Мир и милость тебе, о пророк. Если встретить тебя суждено только лишь через смертный порог, я молюсь, чтобы время пришло. Мир и милость тебе, о пророк. Мир и милость тебе, о пророк. В жизни будет, как нам суждено, расцветает надежды росток, там, где слышится имя твое. Мир и милость тебе, о пророк. Без тебя в этом мире темно, для судьбы предначертанный срок. Без тебя нам прожить тяжело. Мир и милость тебе, о пророк. Станет выкупом наша душа, наш свидетель всевидящий Бог. О посланник, мы любим тебя. Мир и милость тебе, о пророк. Мир и милость тебе, о пророк. Мир и милость тебе, о пророк. Знаете, вот любой пророк, алейхиссалату вассалам, скучать человеку никогда не даст, потому что ты хоть наедине, но ты не один, потому что ты о пророке, об Аллахе думаешь. Алейхиссалату вассалам. А теперь мы предоставляем слово нашему брату, первому заместителю муфтия Духовного управления мусульман Башкирии Бейбарсову Аюб Хазрату. Пожалуйста, слово. Благодаря одному человеку, уважаемые братья и сестры, мы живем в этом мире. Что сейчас в нашей цивилизации, что 1000 лет назад, что несколько тысяч лет назад.
что благодаря одному человеку, потому что любовь, высочайшая любовь Всевышнего Создателя, именно к одному человеку, а имя его Мухаммед, саллиллаху алейхи вассалям, вот именно к нему, из-за высочайшей любви к нему, и Всевышний Аллах, вот в хадис говорится, создал Адам алейхиссалям и весь род человеческий из-за высочайшей любви к нему. И, альхамдулилля, об этом знают практически во всем мире знают, мусульманские народы знают. Но мы знаем, что из 8 миллиардов у нас 2 миллиарда только мусульмане, которые это знают. Но все по воле Всевышнего. И не наступит, не исчерпает земля своего ресурса до тех пор, пока человечество не будет на том уровне, когда 90, может быть и более процентов уже, которые будут жить именно по исламской религии. Не будет судного дня до того момента, пока вот этот период не наступит. Иншаллах, мы как раз на старте, может быть, вот этого этапа. Потому что наши дети будут, иншаллах, уже с 1 класса обучаться. Для этого мы создали также вот в Башкортостане, впервые в России, Духовно-нравственный совет традиционных религий Республики Башкортостан. Приоритетным направлением государственного устройства в России является именно возрождение духовно-нравственных ценностей, иншаллах. И, следовательно, наше будущее, иншаллах, будет светлым. Хочется верить, потому что уже все основания для этого есть. Спасибо за внимание. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Теперь мы предоставляем слово представителю муфтията Республики Дагестан Умалатову Ильясу, нашему брату. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дай Аллах нам получить шафаат пророка, саллаллаху алейхи вассалям, на том свете. Ведь мы знаем, самым большим шафаатом это будет шафаат пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Когда все пророки, когда к ним придут их умматы, и они все соберутся под знаменем пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и будут просить его делать шафаат за все человечество. И дай Аллах нам тоже оказаться в числе тех людей, которым достанется его шафаат. Однажды, после того, как покинул этот мир пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Абу Хурайра, радиаллаху анху, пришел на рынок, увидел, как там люди торгуют, и сказал им: «О люди, вы торгуете здесь в то время, когда раздают наследство пророка, саллаллаху алейхи вассалям». И все эти люди, бросив свою торговлю, бросив свои дела, в надежде получить часть из наследства пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в надежде получить какие-нибудь золотые монеты, серебряные дирхемы, или землю, или еще что-нибудь из наследства пророка, саллаллаху алейхи вассалям, побежали к нему домой. А мы знаем, дом пророка, саллаллаху алейхи вассалям, был прямо рядом с мечетью. И когда они пришли, увидели, что там ничего не раздает никто, вернулись обратно, удивленные, что Абу Хурайра, наиближайший сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям, передатчик большинства хадисов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который никогда не лжет, удивились, что не обнаружили правды в его словах. Вернувшись, говорят: «О, Абу Хурайра, неужели ты соврал?» Он сказал им: «А что вы там увидели?» Мы увидели людей, которые совершали намаз, увидели людей, которые читали Коран, обучались ему и обучали других, обсуждали дозволенное и запретное, то есть халал и харам. Только это увидели. И тогда Абу Хурайра сказал: «Вайхакум, горе вам, ведь это и есть истинное наследство пророка, саллаллаху алейхи вассалям». То есть религия, Коран, молитвы — это и есть наследство посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям.
И все, кто сегодня пришел сюда, слушал алимов, ученых, получили свою частичку из наследства пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Ведь посланник Аллаха в своем хадисе сказал: «Инналь уляма аварататуль анбия». Поистине, ученые и есть наследники пророков. Пророки ведь в наследство не оставляли земли, не оставляли золото, а оставляли знания, наставления. Для этого ученые и богословы из далеких краев приехали к нам, чтобы поделиться с нами частью наследства пророка, саллаллаху алейхи вассалям, за что мы их благодарим. За что выражаю им благодарность от всех присутствующих, от всех тех, кто проживает в Башкирии и Уфе, независимо от национальности. Баракаллах вам, что вы приехали, поделились с нами той частичкой, которую вы сами получили в наследство от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Хочу поблагодарить всех тех, кто пришел сюда, и, конечно, и поздравить вас с тем, что вы получили вот из частички наследства пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Наших братьев, земляков, которые помогли нам в совершении данного мероприятия. Муфтиев, хазратов, которые пришли к нам. Очень многие сегодня пришли. Особенно тех, кто приехал сдалека, уже из республики Башкирии. Вас хочу поблагодарить. Иншаллах, не просто так, не напрасно пройдет то, что мы сюда пришли, и да воздаст Всевышний Аллах нам всем многократно за это. Однажды Умар Асхаб Разуану жалуется пророку, алейхиссалам, говорит: никогда со мной первым разговор ни салам не начинает Абу Бакр, разъяллаху, пророку рассказывает. И он чувствует какой-то, подавленность. Почему он, если уважает, то первым не начинает разговор? Или салам? Он говорит: позови Абу Бакра, разъяллаху. Он подозвал и говорит: почему так происходит, Абу Бакр? На что он отвечает? Он говорит: Мухаммад, алейхиссалату вассалам, однажды я слышал, что ты сказал, человек, который первым начинает салам, получает вознаграждение больше. И я, говорит, любя Умар ибн Хаттаба, это вознаграждение ему уступает. Вот так они любили друг друга. А теперь мы предоставляем слово нашему брату, гостю из Дагестана, представителю муфтията Республики Дагестан, Мухаммад Басирову Израилю. Пожалуйста, вам слово, брат Израиль. Уважаемые братья, уважаемые сестры, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Поздравляю вас с этим благословенным месяцем, в котором родился благословенный пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, любимец Всевышнего Аллаха и любимец его общины. Альхамдулиллах, хвала Всевышнему Аллаху за то, что Аллах сделал нас из числа последователей нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма. Альхамдулиллах, что Аллах сделал нас из числа тех людей, которые после 1400 лет собрал здесь ради пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, ради любви к нему. А любовь к нему – это баракат в этом дуньяле и спасение в ахирате вечной жизни. Мы знаем, вот был такой радостный день для сподвижников, когда один из сподвижников спросил пророка, саллаллаху алейхи вассаляма: «Матал киямату, я Расулаллах, когда же наступит судный день, о посланник Аллаха?» Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, ему не отвечает. Тот повторно спрашивает, третий раз спрашивает, но потом пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, задает ему встречный вопрос: «Что же ты уготовил для этого дня?» Видит, что человек переживает, он спрашивает: «Что у тебя есть?» Тогда тот, отвечая, говорит: «Помимо обязательных намазов, помимо обязательных постов, дополнительное много чего делать я не могу, но однако тебя, о посланник Аллаха и Господа Всевышнего, я люблю». Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отвечая ему, говорит: «Изан анта ма'аман ахбабта». Тогда ты будешь находиться в судный день вместе с тем, кого ты любишь. То есть тебе не нужно переживать, когда наступит судный день. Ты будешь находиться там, то есть ахират и загробной жизни, судный день ты будешь находиться вместе с теми, кого ты любишь. И услышав этот ответ, сподвижники, ридвануллахи алейхим, они очень обрадовались. Почему?
потому что они любили пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, любили больше всего, больше, чем себя, своих детей, близких, родных. И ведь Аллах в Коране тоже призывает нас с вами, чтобы мы любили пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Аллах в Коране показывает нам, что Он любит пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, что Он его благословляет, говорит: бисмиллахи рахмани рахим, инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна аля наби, я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. Поистине я, Всевышний Аллах, и мои ангелы благословляют пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. О, те, которые уверовали, вы тоже благословляйте пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Любить пророка, уважаемые братья и сестры, это изучать жизнеописание пророка. Ведь в его жизни последовал, взял для себя примеры из его жизни, от нас будет большая польза для общества. То есть мы знаем, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, говорил: мусульманин, уверовавший в Всевышнего человека, это тот человек, от чьих рук и языка защищены другие люди. Нет разницы, что мусульмане, что не мусульмане. То есть мусульманин это тот человек, который от него не должны бояться никто. Они все должны остаться защиты от их вреда. Таким образом, из жизни пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, можно взять очень много примеров. Вот нам алимы, ученые к нам приехали, они нам рассказывают из жизни пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. На самом деле алимов, ученых, как пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, их назвал варасатуль амбия, и наследниками пророка. Они в себе несут вот эту большую милость от Всевышнего Аллаха, знания, ильму, которые они обязаны передавать, и которые мы с вами обязаны у них взять. Это наследство пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Это спасение для нас, то, что он оставил. И их любить надо, их ценить надо. Лучшая любовь к ним следовать тому, что они говорят. Лучшая любовь к пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, следовать его жизнеописанию. К чему он призывал и остерегался от того, что он остерегал нас. Вот если вспомнить из жизни сподвижников, как они проявляли друг другу любовь. Вот двоюродный брат пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, Абдуллах сын Аббаса, радийаллаху анху, величайший ученый. Двоюродный брат, сын дяди пророка. И он является первым человеком, который основывал медресе для толкования, то есть школу толкования Корана. Зайд ибн Сабит, радийаллаху анху, другой же такой великий сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, всю жизнь, который находился вместе с ним рядом, собирал все священные писания, то есть аяты Корана. И после того, как пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, покинул этот мир, он был занесен в список, то есть главным человеком в списке комиссии по собранию Корана уже в письменном виде. На нашем языке, если называть, пресс-секретарь пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Вот между ними случай такой был, когда однажды Зайд ибн Сабит, радийаллаху анху, он собирался в путь, Абдуллах бин Аббас, радийаллаху анху, двоюродный брат пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, идет, помогает ему подниматься на лошадь. То есть держит уздечку и держит поводья, таким образом помогает. Увидев это, Зайд ибн Сабит, радийаллаху анху, ему говорит: тебе не подобает делать такие вещи, о двоюродный брат пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он говорит: так нам было велено относиться к ученым. Тогда Зайд ибн Сабит, радийаллаху анху, просит, чтобы он протянул руку, и после того, как он протянул, он берет и целует его руку. Так было, говорит, нам велено, чтобы мы относились к семье пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то есть тоже к ученым. Вот таким образом они проявляли друг другу уважение. И для бараката, для благодати расскажу из жизни пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Мы знаем, пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, покинул этот мир, переживая за нас с вами, произнося последние слова: «Уммати, уммати, моя община, моя община». Но после смерти, после того, как пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, покинул этот мир, Абу Бакр Сиддик, радийаллаху анху, первый праведный халифа, отец его жены Аиши, радийаллаху анха.
Он приходит в дом пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, своей дочери, спрашивает: о моя дочь, скажи, что я не делаю то, что делал пророк, саллаллаху алейхи вассаляма. Она, отвечая, говорит: о мой отец, ты все делаешь, то, что он делал. Нет, все-таки, если есть, что я не делаю, скажи. Тогда она говорит: на окраине этого города есть слепой человек. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, ходил к нему домой, чистил ему дом, угощал его, кормил его. И вот это никто не знал. Его жена ему, отцу, рассказывает: после Абу Бакр идет этот дом, а этот человек, он, знаете, при жизни, когда пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, к нему приходил, он не знал, что это пророк. Он обзывал пророка, он говорил: вот это сын Абдуллаха, вот такие вещи делает, людей обманывает и так далее, и так далее. То есть этот человек не был мусульманином и обзывал. А пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, пророка это не отталкивало. Он не уходил от него, он наоборот помогал, он ему жевал, давал кушать, кормил. И после того, как пришел Абу Бакр, после того, как покинул этот мир, пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, этот дом, начал делать то же самое, что делал пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, начал кормить этого человека. Он говорит: это не тот, кто приходил раньше. И Абу Бакр Сиддик, радийаллаху анху, он чуть задумался и говорит: тот, кто приходил раньше, больше не придет, он покинул этот мир. Он был Мухаммадом, сыном Абдуллаха. И это слепой человек, который понял, что каждый день к нему приходил, каждый раз к нему приходил пророк, о котором он обзывался плохо, что это был пророк. Он на этом месте читает слова шахада, делает таубу, принимает ислам. То есть, после того, как покинул мир пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, его действия служили для того, чтобы приводить людей в ислам и таким образом защищать их и сохранять. Как это не перестает уже более 1400 лет. Альхамдулилля, сегодняшнее наше мероприятие, нас сегодня здесь очень мало. Это очень обидно. Но как бы ни было, то, что сегодня, что мы собрались, причиной стал ведь пророк, саллаллаху алейхи вассаляма. Причиной стала любовь к пророку, саллаллаху алейхи вассаляма. Ради меня, ради кого-то, ради того, что кто-то идет сюда, никто не пришел. В свое время никто не оставил, свою работу никто не оставил. Каждый сюда пришел ради пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. И следуя тому хадису пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, аль-мар'у ма'a ман ахабба, каждый человек будет находиться в судный день вместе с тем человеком, который он полюбил в этом дуняле, в этом мире. Пускай так и будет. Да сделает Аллаху Та'аля наша любовь к пророку искренним. А для этого нам нужно больше изучать, больше знать пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. И да сделает Аллах так, чтобы в судный день Аллах воскресил нас вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассаляма. Да примет на сегодняшний маджлис. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Замечаете, да, вот жизнь пророка, алейхиссалату вассалам. Упрекавший его, он кормит. Отвернувшийся от них он за ними идет. Самому, да вот, можно сказать, человек, который начинал зло пророка, алейхиссалату вассалам, Абу Лахаб, он домой идет 70 раз домой стучится. Не считая то, что было на улице. Знаете, то, что делается ради Аллаха, из-за людей не оставляют. Если ты изучаешь религию ради одного другого человека, не оставляют. То, что делается ради Аллаха, из-за создания не оставляют. Обратите внимание, когда пророку, алейхиссалату вассалам, неверующие Мекке отправляют его дядю и говорит: если ему жена знатная нужна, поженим его. Если ему нужен главенство Мекки, тоже ему уступим. Если ему имущество нужно, соберем, тоже отдадим, так пускай перестает. Он сказал: если даже они придут луной в одни руки, солнцем в другую, не оставлю. Я не по своей воле это делаю. Это по велению Аллаха делаю. А из-за людей это я не оставлю то, что ради Аллаха делается. Наша религия – это закрытие аврата, соблюдение поста, совершение намаза, послушание мужу
Соблюдение прав жены, уважение к женщине, это все делается по велению Аллаха. Из-за характера человека его не бросают. Ты тоже так сказала, и я так сказал. Так не бывает. Ты должен вести себя так, как Аллах тебе сказал, как бы твоя жена себя не вела. Сестра, ты должна вести себя так, как тебе Аллах сказал, несмотря на характер мужа. Разве может человек поменять учителя пророка, алейхиссалату вассалам, из-за поведения другого человека? Считаю, что это взаимностью. Ты так сказала, и я сказал. Но ты же оставляешь своего маяка пророка в это время, алейхиссалату вассалам. Да поможет нам в любом обстоятельстве оставаться таковыми, похожими как на какой-то процент на пророка, алейхиссалату вассалам. Всевышнего поможет. А теперь мы предоставляем слово нашему брату, депутату Госсобрания Республики Башкирии Хакимову Загир Аксяновичу. Как сказал наш брат сегодня в своем выступлении, мы живем в идеальной планете Земля, великой стране Россия и, наверное, самой прекрасной республике Башкортостан. У нас есть все, что нужно для жизни человека. Чистая питьевая вода, урожайные поля, богатые леса. Но, как сказал глава Республики Башкортостан, главное богатство республики – это не природные ископаемые, которыми богата Башкирия, а главное богатство – это ее многонациональный народ. И самое главное – это дружба между народами. В Башкортостане проживает около 160 национальностей. Мы все живем в мире и согласии, ходим друг к другу в гости, знакомимся с богатыми национальными культурами, традициями, обычаями, угощаем друг друга национальными блюдами. То есть живем как одна большая дружная семья. Поздравляю всех присутствующих с этим замечательным праздником. Хочу поблагодарить всех организаторов этого мероприятия, всех участников, пожелать всем здоровья, долгих лет счастливой жизни, и чтобы мы всегда жили также в единстве, дружбе. Брига балык, бридем балык, кадрлі дуслар. Рахмет. А теперь мы предоставляем слово, говорит о газете «Ассалам» профессору Уфимского университета, доктору философских наук Вильдамовой Гюзель Булатовне. Пожалуйста, вам слово, сестра. Ассалам газетаһы турасында әйтер алдынан кыска гына бер нисә хикаят әйтеп киткем килә. Ул да буха тәүбә турасында. Бер зур галим яшәгән. Һәм ул бер мусулман калаһына, имам Абу Ханифа, мусулман калаһына килеп, бер мәдрәсәгә юкларга урын сораган. Бул мәдрәсәлә юкларга ярамай, дип уны хаксы елкәһеннән тотып куып сыгарган. Һәм бул куып сыгарган галимде ул танымаган. Икмәк пешерүче егет: "Агай, әйдә кер. Мин таң алдынан икмәк пешерәм. Син юкларһың, ял итерһең", дигән. Икмәк пешергән вакытында ул "Астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах" дип зикр әйтә-әйтә, дугаһын әйтә-әйтә, камырын баскан. Бул галим карап ятканда: "Кустым, һәрбер икмәгеңде тәүбә әйтеп, зикр әйтеп икмәк басаһың. Дугаларың кабул буламы һуң, кустым?" дип сораган. "Әйе, агай, дугаларым кабул була, бер кабул булмаган дугам да калмады. Бер генә дугам кабул булманы. Ул да булса, минем менән замандаш бөек галим имам Абу Ханифа бар дип әйтәләр. Шуны гына күргәнем юк. Имам Ахмад, шуны гына күргәнем юк" дип әйтә. Шуннан бул галим елмаеп җибәрәләр. "Синең ул дугаңда кабул булды, кустым. Синең дугаңның көсе минең елкәмдән тотып урамга һөрәп сыгарды" дигән. Менә ни тикле безнең тәүбәләребезнең көсе,
туғаларыбыздың көсі юғары. Ғумман, білім дүнияһында ике түрлі ғилем бар. Беренче ғилем безгә дөньялыкта, дөньяви ниндидә буһа профессияга ия булырга ярдәм итте ниһә. Икенче төрле ғилем ул дини ғилемдә захир һәм батин дип бүленә. Икенче төрле ғилем ул да булһа йөрәкте тазарту ғилеме. Ул ғилемде Мөхәммәд галәйһиссәлам үзенең укучыларына йөрәктән йөрәккә бирелгән ғилем ул өйрәтеп калдырган. Үзенең кустыһы һәм кияүе Гали радиллаһу анһуга һәм Абу Бакрга. Һәм шул йөрәктән йөрәккә сыккан ғилем бүгенге көндә лә безгә килеп җиткән. Ул да булһа Астагфируллаһ аллази ла илаһа илля хувал хаййул кайюм ва атубу илейхи дигән формула. Әгәр дә мәгәр бер генә тапкыр тәүбә дип әйтү ул безнең бер генә тәүбә булһа, был формула безнең 60 мең тәүбәбезне кабул итә. Әле бына ошында залга ингән вакытта кемдәргә кагыт итте, без ошо формуланы таратып сыккайнык. Бында утырган апайдар, агайдар арасында ошо формуланы белгән кешеләр күмәк. Әйдәгез әле бергәләшеп ошо тәүбә формулаһын, йөрәкбезне тазарту формулаһын укыйк бергәләшеп. Әйдәгез. Астагфируллаһ аллази ла илаһа илля хувал хаййул кайюм ва атубу илейхи. Астагфируллаһ аллази لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قسقروا وقيبت وذا بدن قلاوت وذا بدن إيش ترديت وقيبت. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Бұл формула, ябай гына формула түгел. Бұл формула йөрәкте тазарту формулаһы. Студенттар менән эшләгәндә мин үземә шундый хорау биргәнем бар. Ни өчен кеше дөнья югары белеме булһа ла, әдәп, әхлак турында белеме булһа ла, ул каты багырлы, кырыс күңелле булып кала. Ниндәй белем кеше алырга тиеш һуң? Уның йөрәге йомшарган өчен. Ниндәй белем кеше алырга тиеш һуң? Уның илай тәүбәләр кылган өчен. Бак дигән, менә ошо йөрәкте тазарту гыйлеме, йөрәктән йөрәккә бирелгән гыйлемде, ошо Аллаһты танып белү нуры булган кешеләрдән өйрәнеп һәм шул формуланы иртәле кисле 100 тапкыр, хәтта мөмкин булһа 700 тапкыр тазартып, укып, йөрәккә тазартып була икән. Тагыла бер тәүбә турында бер зур булмаган хикәят. Бер кеше иртәнсәк адан әйтергә китеп бара икән. Ямгырлы көн бултайып йыгыла, киеме бысрай, кайтала киемен алмаштырала, яңынан китә мәскә. Икенче тапкыр китеп утырганында ла тагыла тайып йыгыла, тагыла киеме бысрай, киемен алмаштырырга тагыла инеп китә. Өченче тапкырына сыкканда зонтик тотып, фонарик тотып эргәһендә бер әдәп тора икән. Рәхмәт кустым, дип булар икеләшеп мәскә тикле килеп җитәләр. Мәскә килеп җиткәс, был кеше инмәй. Әйдә кустым, бергәләшеп килеп индек бит, әйдә бергәләшеп намаз укыйк. Юк кустым, укымайбыз. Мин бит шайтан ди. Ни өчен укымайбыз? Чөнки һин ни өчен миңа ярдәм иттең һуң? Беренче тапкыр һин кулап йыгылганда, Аллаһ Тәгалә һин юынып яңынан сыккас, һинең бүтән булган гынахтарыңды юйды. Икенче тапкыр һин киемдәреңде алмаштырып сыккас, һинең бүтән булган тукымыңдың гынахтарын юйды. Өченче тапкырда хәзер тайып йыгылып тагыла сыктың һәм һинең бүтән булган авылыңдың, бүтән булган һин яшәгән каланың гынахтарын юйып куймаһын дип, шуга миңа ярдәм итәргә килдем дип. Менә тәүбәнең көсе нинди. И в конце концов хочу несколько слов сказать про газету «Ассалам». Газета «Ассалам» – это не простая газета, это даже не газета, это дагват. Это слова дагвата современности. Это 350 рублей за подписку за полгода. Что мы можем купить за 350 рублей? Ну, может быть, небольшое количество продуктов за одно посещение. Иногда бывает так, что мы не можем найти слов, чтобы передать что-то, объяснить своим близким. А когда у нас есть на руках газета «Ассалам», это не простая газета. Это газета, над которой работают очень много известных ученых.
Газета выпускается уже в течение 27 лет, почти 30 лет в Новой России. Поэтому она выпускается еще на 13 языках. Газета лицензирована. Эта газета распространяется, еще одна особенность, распространяется из рук в руки, из семьи в семью, от брата к сестре, от сестры к сестре. Поэтому это непростая газета. Сейчас, в данный момент, можно сейчас, сию минуту, при выходе подписаться на эту газету. Это одновременно садака, это одновременно знание и это одновременно такая благодать. Дорогие друзья, огромное спасибо, что пришли и ваше долготерпение. Хочу еще, завершающим сказать, что организации этого маджлиса нам помогли Дом дружбы, Республика Башкортостан. Здесь у нас присутствует директор Дома дружбы Эльвира Радифовна Саматова, наш близкий друг Каспар Леонид Константинович и Газима Сабировна методист. И завершая это мероприятие, мы попросим нашего брата Ильяс Хазрата сделать дуа. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك اللهم ونتوب اليك اللهم كف عنا شر من يريد بنا سوءا فإنك أشد بأسا وأشد تنكيلا اللهم إنا نعوذ بك من المكر والاستدراج من حيث لا نشعر في ساعة من ليل أو نهار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم احفظ بلاد المسلمين من جميع المصائب والآفات والبليات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم. Иншаллах, напоследок мы попросим нашего Юсуфа, брата, чтобы он исполнил нашид в честь жены пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Аиши. كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله فزت بقلب خير المرسلين في العلم فقد علم كل العالمين خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا رفيقة النبي في الحياة حب النبي لها يفوق المعجزات يا عائشة بنت أبي بكر زوجة رسول الله رفيقة النبي في الحياة حب النبي لها يفوق المعجزات يا عائشة بنت أبي بكر زوجة رسول الله حبك الله حب من يحبه فصرت حب الناس لقلوب المسلمين بنت أبي بكر حبيب رفيق النبي رسول الله عائشة حبك الله حب من يحبه فصرت حب الناس لقلوب المسلمين بنت أبي بكر عائشة حبك الله حب من يحبه فصرت حب الناس لقلوب المسلمين بنت
الناس لقلوب